великолепные дрова, ребята. Колется даже обычным топором. Вообще классно вообще. Тулан работает, своим делом занят. О, пришел. Облаял, опять сходил. Короче, все. Моя поленница готова. Будем надеяться, что не развалится. В принципе, не должно. Осенью будем тратить дрова отсюда. Косение охоте можно считать 10% готово. 10% это заготовка дров. Там еще много чего дел у нас есть. Но это уже совсем другое. Другая история, другая тема. И много чего я не снимаю, не показываю. А заготовка дров это святое. Это без дров ты в лесу ну никак. Дрова нужны. Слышите, ребята? Лает собака. Тулан лает. Уже сколько времени лает. Приходит, возле избушки покрутится и дальше идет. Опять облаивает. Надеюсь, слышно вот тут. Рядом, буквально 100 метров от избушки. У него звонкий голос, должны все слышать.
И сразу хочу рассказать одну историю, пока не забыл, пока в голову пришло. У нас собака была у деда. Короче, они охотились, поздний вечер уже, почти ночь, ну, сумерки уже были. И собака начала лаять. И опять идет вон. Чуть-чуть полаял и опять идет. Но в моей история совсем другая. Короче, собака облаяла куницу. Но это на другой день. Понятно стало, что это куница. Сумерки, уже вечереет. Надо идти из избушки, уже смотрят, но ничего уже не видно. Ну, не видно, какой зверек там сидит на дереве. И, короче, оставили это дерево, они пошли, ну, вдвоем с напарником, я не помню уже, с кем они были. Они пошли в избушку, а собака, знаете, да такая вязкая была, что собака не ушла. Собака там осталась. И всю ночь, пару раз гавкнет и перестает гавкать. Но к избушке так и не подошел. Пару раз гавкнет и все. На утро они пошли. И, короче, на этом дереве сидела куница. Собака всю ночь сторожила, не отошла от этого дерева. Но куница шевельнется, хочет там перепрыгнуть или еще. Но он так затаился, там сидит. И собака пару раз лайкнет, опять затаится куница. И всю ночь они, короче, так кошкой-мышкой играли. Собака от дерева не ушел, а куница тоже чуть-чуть глуповатая была, потому что мог бы он, конечно, скорость набрать и по вершинкам. Знаете, какая скорость у него? Даже белок он догоняет она и все подряд. Зайцев убивает. Ну вот и, короче, такая собака вязкая была, что всю ночь держала куницу, и на следующее утро добыли эту куницу. И тоже, знаете, вот много тоже историй. Обычно я за ужином так рассказываю, но давайте сейчас я расскажу еще одну историю. И если за ужином не будет ничего рассказывать, я уже не буду там что-то думать, что-то рассказать или еще. Просто лягу спать и буду отдыхать. Второй случай был, короче, у деда тоже. Собака, говорит, белку облаяла она. И смотрю, говорит, но нету белки. А такая сосна, говорит, но просматриваемая сосна. И, ну, не вижу, говорит, где белка сидит. И тоже, как я один раз, как глухаря, я смотрел там, досмотрел даже, увидел, стрелял. Он спокойно сел и давай каждый сучок так проверять. Снизу он взял и каждый сучок так, до вершинки. И говорит, нету никого. А собака лает и лает. Но никак не могу понять, кого она там лает. А дело в том, что белка может так затаиться, что невооруженным глазом не заметишь. А эту белку подвел ветер. А в помощь моему деду, охотнику, был ветер тогда. Короче, он на вершинку сосны начал смотреть. И знаете, ветер шатнул хвостик у белки. Понимаете? Белка оказалась на самой вершинке сосны, сидел низ головой, а хвост у нее на самой вершинке оказалось. Понимаете? На самой вершинке. И ветер подул, и дед мой заметил у белки хвостик. Вот так. Вот такие случаи даже на охоте бывало. А сейчас случаев нету, потому что дичи мало.
Если есть там тоже сейчас уже видеокамера с собой, и все это я, конечно, буду показывать. А вот старые случаи, которые вот не снимали ничего, а вот рассказывали мне деды из своей истории, он тоже мне рассказывал. Знаете, сколько белок за охоту там по 10-15 штук белок вот сходят в лес с собакой. 10-15 штук за один выход белок стреляли. Белок кишело море. А сейчас единицы. Мало белок. Увидишь след там десяток и уже это много говоришь. А в те времена, я когда школьником был, мы из рогатки били этих белок. Дофига этих белок было. Принимали, я не знаю, за сколько там сдавали. Вот. Что-то еще хотел рассказать. И вот, блин, вот болтаю и все забываю там. Что-то. Еще какая-то мысль какая-то была, еще что-то рассказать насчет этих белок, но сейчас забыл. Не могу вспомнить. Но это история, ребята, я что рассказываю, не сочиняю. Если где-то я прочитал и где-то слышал, я рассказываю. Вот я прочитал оттуда-то, рассказал, услышал оттуда-то. Это дедовские рассказы. Это было дело такое с белкой. Знаете, как может затаиться зверек. Ты думаешь, собака впустую лает, а белка-то сидит или куница. Так что надо внимательно, очень внимательно смотреть. Вершинка деревья там 25-30 метров высотой. 30 метров высотой. И сучья там на елках ты не рассмотришь там. Смотрите, какое небо прояснилось. Солнце выглянуло там. Вечернее солнце уже вечереет. А я болтаю. Надо делами заниматься, а я болтаю. Но у нас завтра еще есть целый день. И может быть еще послезавтра до вечера я здесь буду. Потом уже поедем. 2 ночи я. Больше 2 ночей я здесь не пробуду. На 2 ночи максимум я приехал. Вот. Сейчас еще покажу я сапоги резиновые, которые дырку я-то нашел. Где я прошлый поход-то. Короче, вот смотрите. Вот здесь она оказалась, дырка. Здесь. Вот здесь вот как-то они сапоги, короткие сапоги, потом, ну, как его, стыкуют с этим, как сказать. Ну вот поняли, что я показываю. Вот здесь, короче, стык на болотных сапогах. И на этом стыке, вот видно вот такая полоска. Вот такая полоска широкая и сужается. Сужается. На этом сужении расклеилась. Короче, расклеилась и заметно тут резина вообще тонкая оказалась. Вообще тонкая. И где-то сантиметр, наверное, была дырка шириной сантиметр. Что сразу не заметил, я здесь искал. А оказалось-то тут. Я обычную подкладку, резиновые сапоги, вот голенькие, вот этот резиновые почистил, а тряпка вот сверху остается, тряпочная. Но тряпочная, она дольше держится и, ну, как-то так, короче, будет еще ходить. Так что, так, зашел в избу, немножко вспотело сразу. Каша у собаки, будем считать, готова, там уже все разварилось, все четко. И, наверное, я добавлю еще туда вот эту бурду. Что-то мне расхотелось это доедать, короче. У меня целая кастрюля суп там еще. Еще потеет объектив. Ладно, сейчас пью чай и дальше занимаюсь своими делами, делишками. Что, Тулан, заслужил ты
корм свой. Смотрите, какой бульончик у него. Пошли. Вдоволь сейчас наестся. Пусть покушает плотно. И, ну, короче, пусть покушает нормально. Так, и спать ложится. На цепь сажать не буду. Мало ли там зверь какой прибежит. Сейчас время 18:56. Я только что вернулся. Ходили мы сейчас в лес, в тайгу. Побродили, в общем. Побродили 2 километра в одну сторону. Потом круг такой сделали. Но по своим старым тропам. Сейчас зачесы обновлял там. Новые зачесы сделал. Старые, ну, как бы тропинка старая, но новые зачесы. Сейчас погода вот полный штиль. Ха! Ха! Слышите, эхо какое? Ха! Полный штиль. А до этого такая метель была. Такой метель был. В общем, снегопад сильный был. В общем, сильный снегопад с ветром. И резко так все успокоилось. Погода, тишина. Птицы поют. Слышите? Мало, конечно, в этом году птиц. Но они всю ночь, не переставая, всю ночь будут так петь. Ты можешь вот ночью сесть и до утра сидеть, и всю ночь они так поют. И кукушку еще добавил. Еще в кукушке присоединяются, и они еще кукуют. Вон там уже слышно. Наесться. Сейчас я тоже буду ужинать. Хочется уже покушать. И поесть. Пожрать. Комарье так, штучный экземплярчик летают. И знаете, вот сейчас ходил, ну, в общем, где-то 3,5, ну, 4, наверное, громко сказано, где-то 3,5 километра у меня получилось, пешком ходил. И не было ни одного следа, вот, новых следов медвежьих, лосиных, ничего не было. Тулан наелся. Так и не перешел речку, озера, ничего не перешел. Не переходил сегодня. И, короче, следов никаких не было. Никаких следов. Но вот, знаете, вот несколько муравейников там разбитые, но где-то вот чуть-чуть. И я вот лично, я так думаю, что это может по насту, когда уже вышли медведи, вот только-только муравейники вот начали появляться из-под снега. Они вот, что возможно, так поковырялись и дальше пошли. И сейчас в основном, думаю, сейчас в основном медведи возле щел. Возле щел, возле свалок там, старых свалки там падали, ищут. И может еще на вырубках. Это обязательно, на вырубках это 100%. Они пни сейчас там из-под, как сказать, ну, короче, они еще такие. И вылетело из головы. Они, короче, ищут из-под коры там всякие червячки, паучки, там, ну, сами знаете, там, что под корой у дерева там белая, как же он пучей-то называется-то? Короед этот. Может, короедами называется. Вот, самое любимое лакомство для них сейчас. Также они травой питаются, муравейниками, короедами. И здесь поблизости пока следов не было. И пусть даже и не появится. Мне это
Мне лично не надо эти медведи, чтобы возле избушки там крутились или еще. Позапрошлом году как дело было. В прошлом году более-менее спокойно, там подальше они были. Здесь поблизости тоже мало следов видел. Вот такая, на этот момент такая у меня работа была. Зачищал свои тропы, путики так называемые. И сейчас я буду отдыхать, сейчас поужинаю. И как завалюсь я на кровать, ну, на нары. Включу, что я сегодня заснял, еще пересмотрю там. Где-то что-то, где-то выключало. Сегодня и матюгался, и чего только не делал. Психовал даже. На Тулана немножко попсиховал. Ругаю и люблю эту собаку. Не знаю. Какой-то толк будет, нет. Напарник, конечно, Айду не взял, но, знаете, вот, сейчас вот иду по тропинкам и по тропе, и Тулан с поля зрения, он всегда где-то подальше отходит, и я его не вижу. И как-то все равно, когда ты без ружья весной, и на душе как-то не так, неспокойно. А с Айдой, Айда у меня всегда под ногами. Всегда. Если нет такого, что где-то птица или... Если нету птицы или зверя какого, зверька какого, куницу, белки, она буквально там 30 метров от меня буквально отойдет и все. Но впереди меня на 30 метров. А если опасность, она до 2 метров ко мне это прилипает, и я знаю, что где-то опасность. Ну и Тулан вроде спокойно себя тоже сегодня вел. Короче, один день уже все протоптали мы в тайге. Завтра посмотрим. Проснемся с утра, посмотрим, что дальше делать. Работы есть, конечно, навалом. Заранее планировать на завтра ничего не буду. Посмотрим. С утра что и как. А сейчас я буду отдыхать. Не знаю, дальше сегодня снимать буду или нет. Да и вроде нечего снимать. Мне надо дозвониться до дому. Сейчас как бы СМС, наверное, пришло. Но не СМС, а то, что у меня нету денег на счету там. А это что за птица? А, журавли. Нет, куда-то он туда улетели. Громко говорю, а это журавли вроде были. Не гуси, а журавли. 2 штуки. Попарно летают. Вот сейчас 2 журавля, скажем. Не гуси вроде как журавли были. И утки, чирки. Здесь 100% чирки будут. Думаю, не на гнезде еще, между прочим, там попарно летают. Видел крякву одного. Самец без самки. На речку выходили мы сейчас с Туланом. Там вроде пара свежие, но утки еще не на гнезде. Не знаю, как боровая дичь, но вот. И как ни странно, вот сколько за целый день я сегодня ни одного свиста не слышал у рябчика. Без обмана, ребят. А Тулан, вон, смотри, куда лег. Что он, думаю, ковыряется там? А место себе сделал. Даже в будку не зашел. Ну, дело его. Пусть охраняет меня. Пусть охраняет. Каждую весну вот на эти елки, вот на эти елки вечером белка придет и сидит. И даже у меня позапрошлом году на видео есть. Я вон оттуда возле бани там снимал. Там коми-белка, или я не знаю, как называл я его. Рыжий такой. Да. Немножко лес гудит. Вон там. Вот буквально там 10 минут назад полный штиль был.
И опять ветер поднимается. Слышите? Кукушки кукуют.